Россияне с активной жизненной позицией, которым не безразлична своя судьба и судьба страны. Такие они наблюдатели. Их основные обязанности в день выборов – следить за всем происходящим на участке, фиксировать всевозможные нарушения, в том числе при помощи фото- и видеосъемки. В случае несоблюдения требований законодательства подавать жалобы в вышестоящие избирательные комиссии и в суд. В наблюдении за выборами могут участвовать представители политических партий, конкретных кандидатов или общественных объединений. Желание принять активное участие в контроле за выборами выражают все больше граждан. Но чтобы стать наблюдателем, тоже нужно учиться, отмечают в Общественной палате. С этой целью здесь организован специальный штаб, где каждому народному контролеру разъяснят его права и обязанности на участках. Преподаватели в основном это те, кто владеет золотым стандартом, это сводом правил. Выборы должны пройти такое сложное время, поэтому преподаватель, который обучает наблюдателей, должен быть готов ко всему. Стать наблюдателем может гражданин России от 18 лет, не признанный судом недееспособным и не содержащийся в местах лишения свободы. Общественный штаб Ингушетии на семинарах планирует обучить около 300 человек. Преподавать правила выборного процесса будут 8 наставников. Человек, который обучает наблюдателя, он должен быть и психологом, он должен быть человеком, который умеет выслушивать все вопросы, которые будут возникать в аудиториях, в которых мы будем работать. Согласно российскому законодательству, наблюдатель имеет право ознакомиться со списками избирателей, находиться в помещении для голосования, наблюдать за выдачей избирательных бюллетеней, присутствовать при проведении голосования и подсчете голосов, делать фото и видео, не нарушая тайную процедуру голосования, обращаться к комиссии с предложениями, замечаниями, получать ответы на письменные обращения. А основные качества, которыми должен обладать наблюдатель, это ответственность, неравнодушие, уравновешенность, подчеркивают наставники. Главное, чтобы он был человеком правдивым, человеком, который сделает все для того, чтобы выборы были, они состоялись, они были легитимными. И чтобы этот человек не вносил какую-то определенную смуту. Очень важно, чтобы наблюдатель, он не только требовал бы по отношению к себе уважения, но и уважал бы всех тех, кто участвует в выборной системе. Самый главный человек в день выборов – это избиратель. Семинары по подготовке наблюдателей будут проходить около месяца. В штабе объясняют, почему важно не тянуть и пройти обучение вовремя. У нас часто бывало, когда список наблюдателей уже готов, и уже в конце приходят: а вы можете меня записать? Так тоже невозможно, их нужно обучить. Буквально перед выборами невозможно взять наблюдателя. Наблюдатель также четко должен знать, что не вправе делать. Запрещено выдавать избирателям бюллетени, расписываться за голосующего даже по его просьбе, предпринимать действия, нарушающие тайну голосования, препятствовать работе комиссии, проводить агитацию среди избирателей и принимать непосредственное участие в подсчете бюллетеней. В случае нарушения закона о выборах он может быть удален из помещения голосования. Выборы депутатов представительных органов муниципальных образований Ингушетии пройдут 10 сентября. Подготовка к выборной кампании в регионе активно продолжается. Формируются избирательные участки и участковые избирательные комиссии. В выборах будут задействованы все населенные пункты региона, за исключением 104-го в селении Бейни, где функции Совета депутатов исполняет сход жителей села. Диана Дударова, Джамалил Султыгов. Новости 24.